еще куриное филе отдельно нарезанное, но оно стоит подороже. Так, ребята, мы подошли к самому вкусному моменту. Но для студента предусмотрена еще и Orange Card. Так, дорогие друзья, сейчас мы подошли к мобильному оператору под названием Турктелеком. Мы решили показать, сколько мы платим за абонемент в зале. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Global Students. Меня зовут Тамерлан. В прошлом году мы совместно с Диасом снимали нашу жизнь в Foundation, как она проходит, как у нас идут уроки. Сейчас мы хотим начать новую рубрику, где мы будем уже снимать про нашу нынешнюю жизнь, про жизнь уже реально настоящих студентов, которые поступили в турецкий вуз. В этих видео вы найдете очень много полезной информации, так что оставайтесь с нами до конца. Мы начинаем. Я открываю эту рубрику, конечно же, видео про актуальные цены на 2023 год. Тут мы посмотрим, сколько же у нас уходит в месяц на еду, на интернет. Ну, в общем, погнали. Ну что ж, ребята, мы сейчас находимся в супермаркете Шок. В этом супермаркете, в принципе, цены очень приятные, поэтому мы будем опираться именно на них. Будем показывать цены на самые необходимые продукты, такие как хлеб, вода, белки, углеводы. Ну, первым делом у нас идет хлеб, такой классический, который выбирают все турки. Он стоит 5 лир. Если вы хотите там черный хлеб, он стоит 13 лир. То есть цена довольно разная, но в принципе принято считать и хлебом именно вот этот. И самое необходимое у нас в рационе питания — это, конечно, белки. Такой лоток на 30 штук яиц стоит 70 лир. Яйца тут не из самых дешевых, хочу отметить. 15 штук стоит 44. Ну и куда же еще без мяса? Курица за килограмм целая стоит 50 лир. Есть еще куриное филе отдельно нарезанное, но оно же стоит подороже. Она стоит 95 лир за килограмм. Есть, конечно, тут еще фарш, но он довольно дорогой. В принципе, тут красное мясо не из дешевых. Сколько она стоит 98 за полкило. Красное мясо, она стоит 100 лир за кило. Следующий продукт — это у нас вода, 5-литровка. Без воды мы не можем жить, все это знают. За 5 литров вы отдадите 8,75 лир, это почти 9 лир. Вода, в принципе, тут очень дешевая. Ну и во главе рациона у нас, конечно же, углеводы. За 1 килограмм обычно такого хорошего риса вы отдадите 29 лир. Есть еще вариант побольше. Я всегда его беру, лично 2,5 килограмм за 65 лир, 64 даже. Также есть очень много различных макаронов. Цены очень разные. Допустим, вот этот бренд, он чуть-чуть подешевле, и примерно тут все макароны, виды, по 8 лир стоят за полкило. Есть бренды подороже, они стоят по 13-4 лир за полкило. Любители молочных продуктов, молока тут навалом прям. Я лично выбираю безлактозное, а стоит она 25 лир. Есть подешевле вариант за 21. И, в принципе, обычное молоко, цена варьируется от 18 до 29. Ну, это зависит от бренда. Молоко тут, в принципе, недорогое. Фрукты и овощи — это тоже очень важная составляющая нашего рациона, но в супермаркетах я вообще не покупаю их, потому что они по довольно завышенной цене, и также качество оставляет желать лучше. Овощей и фруктов я все покупаю на базаре, либо именно в специализированных магазинах, где продают именно овощи. За один поход на базар чисто на овощи и фрукты у меня уходит порядка 200-300 лир. Это считая то, что я очень много ем овощей, в принципе, и фруктов. Ну, поэтому, может, для кого-то будет намного меньше. Так, ребята, мы подошли к самому вкусному моменту этого ролика. Будем смотреть цены в фастфудах. Точнее, сейчас глянем цену Макдональдс. Давайте же посмотрим, от скольки начинаются цены и что вы можете купить, в принципе. Пойдемте вместе со мной. Следующее заведение, получается, Starbucks. Давайте же сразу к ценам. Самый маленький размер начинается, ну, на примере латте, начинается от 30 лир и выше. Не совсем сильно отличается от казахстанского Starbucks по вкусу и так далее, также классно, только разница в ценах, тут немного дешевле. Но если вы пойдете в Starbucks на территории университета, то там история вообще другая, там цены намного ниже, где-то примерно на лир 10. Так, друзья, с вами снова я. Сейчас мы находимся на остановке на СТП, она находится прямо возле кампуса Догузилю. Как вы видите, вокруг очень много автобусов, они едут и внутри кампуса, а также выезжают и в город. Хочется отметить насчет цен за проезд, то есть обязательно при себе нужно иметь измерим карту. По обычной карте, стандартной, оплата взимается 8 лир. Но для студента предусмотрена еще и Orange Card. То есть по ней оплата намного дешевле. Получается, за первый проезд взимается 3 лиры, и в течение получаса у вас будет действовать скидка. То есть еще 2 проезда будет по 1 лире. Так, дорогие друзья, сейчас мы подошли к мобильному оператору под названием Турктелеком. Сейчас хотим рассказать вам насчет цен по мобильному интернету и домашнему интернету. Так, давайте же начнем с домашнего интернета. В месяц самый средний пакет — это 50 мегабит в секунду с безограниченным интернетом. Вам обойдется в 200
30 лир. Насчет мобильного интернета цены, конечно же, по-разному. При первом подключении дается очень много бонусов. Примерно первое подключение вам обойдется где-то в эту же сумму 230-250 лир. Но заметьте то, что будет очень много бонусов в виде интернетов, минут для звонков и так далее. А так, в последующие месяца примерно самый средний пакет вам обойдется от 100 до 150 лир. Ну и в завершение дня у нас сегодня тренировка. И заодно мы решили показать, сколько мы платим за абонемент в зале. Месячный абонемент нам обходится 450 лир. Он безлимитный, то есть вы можете приходить все дни недели, хоть когда. То есть это очень дешево по сравнению с Казахстаном. Зал очень хороший, как вы можете видеть на видео. Вы смотрите, а мы дальше пойдем тренить. Итак, дорогие друзья, это видео подошло к концу. Спасибо большое, что досмотрели ее до конца. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Global Students и Instagram, ведь там есть очень много информации о поступлении в турецкие вузы и о жизни в Турции. Всем пока!